Согласно Конституции, депутат Народного собрания обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий. Депутат без согласия Народного собрания не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску и личному досмотру. Неприкосновенность депутата Народного собрания распространяется на занимаемое им жилое и служебное помещение, используемое им личное и служебное транспортное средство, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж на его переписку. Эта норма не раз становилась камнем преткновения в новейшей истории Абхазии. За последние 10 лет известен один случай, когда неприкосновенность депутата была снята. Еще в 2 случаях Генпрокуратура запрашивала снятие неприкосновенности, однако запрос остался без удовлетворения коллег-депутатов. Тем не менее, часть нашего общества против этой нормы. Вот знаете, я сам был депутатом. Меня это никогда не беспокоило. Да меня она и сегодня не беспокоит. И у меня сегодня тоже есть имя. Слушайте, в конце концов, я, знаете, не последний в этом обществе. Но если я нарушаю закон, какое бы у меня имя не было, я должен по всей строгости закона нести ответственность. И все эти моменты... А понимаете, вот почему споры, депутатская неприкосновенность, это цивилизованный образ всего мира, депутатская неприкосновенность. Но если под эту неприкосновенность, конечно, лезут очень много людей, которые с законами не в порядке, то об этом надо подумать. Но его придумывали не для того, чтобы там жуликов и бандитов прятать, а для того, чтобы, понимаете, цивилизованный образ политической культуры в стране был. Только с этих позиций. Но мы же имеем опыт тоже, когда депутатская неприкосновенность не помогло кое-кому сесть в тюрьму. Это тоже есть, это факт. Так что здесь особо, понимаете, губы закатывать под это не надо. Большинство наших респондентов поддерживает депутатскую неприкосновенность. Это ведь мировая норма, считают экс-депутаты, и она важна для парламентария в целях обеспечения ему полной безопасности при высказывании неугодного мнения властимущим в ветви исполнительной. Ну и не только я считаю, если мы с вами посмотрим на мир вокруг нас, то, в общем, здесь нет, сложно найти страну, в которой вот такая норма отсутствует. Эта норма не просто так была придумана, и депутатская неприкосновенность позволяет депутату, народному избраннику максимально полно выполнять свою деятельность. Ну, например, что-то связанное там, с темой коррупции, с темой каких-то контрольных функций парламента, да, которые у нашего парламента тоже есть, и не только у нашего, да, а это общемировая практика, помимо законотворчества. И когда возникают такие сложные моменты, ну, депутат должен быть защищен, потому что никто не застрахован от того, чтобы какое-то дело могли сфабриковать, например, могли опорочить человека, который поднимает сложные, неудобные темы. То есть если мы с вами пофантазируем немного и предположим, что мы уберем эту неприкосновенность, я не думаю, что мы какие-то серьезные проблемы решим, связанные с этим. Я понимаю, что были какие-то случаи, да, прецеденты, когда вот люди негодуют и считают, что вот неприкосновенность мешает вершить правосудие в отношении там, народных избранников. Но народный избранник, он не бесконечно будет депутатом. Это тоже нужно учитывать, если уж прям совсем какие-то сложные вещи произошли, когда-нибудь он служит свой депутатский мандат и будет в полной мере доступен для правоохранительных органов. Нет, я не поддерживаю снятие депутатской неприкосновенности по той самой причине, что тогда это может быть предметом манипуляции различных структур и государственных, и это будет предметом манипуляции избирателей. Не все же избиратели бывают, они разные бывают людей. Это такой коллапс системы будет. Лучше продумать другие схемы, в соответствии с которыми у депутата не будет возможности нарушать законодательство. Есть другие системы, есть комиссия по этике, например, в России и в других парламентах, которые разбирают поведение того или иного депутата, если она выходит за рамки протокола,
парламенте за рамки законодательства, то уже может идти речь и об отзыве. Но отзыв — это вот когда криминальная составляющая присутствует. Я против этого. Я понимаю, что люди устали, и они всегда говорят, надо отозвать, нельзя этого делать. Неприкосновенность – неотъемлемый атрибут для честного и публичного депутата, считает действующий парламентарий Леонид Чамагуа. Он приводит в качестве аргументов своей позиции мировые практики, когда чиновники, не поющие в унисон с властями, подвергались арестам, политическим преследованиям, нередко убийствам. Вместе с тем депутат отмечает, что неприкосновенность – не врожденное качество, а доверенное избирателям, поэтому пользоваться ею нужно с достоинством и в рамках политической культуры. У нас сегодня в Абхазии ситуация такова, что мы крайне враждебно, из-за раскола по лагерям начали относиться друг к другу. Мы можем гарантировать депутату, который может ошибаться, может прав, но который ведет свою работу так, как считает это нужным, критикуя власть, доставляя ей неудобства. А потом давайте скажем так, а что нам в обществе будет гораздо лучше, если депутаты будут подконтрольны власти? То есть, если министр внутренних дел, к примеру, по своему усмотрению, может по заданию сверху, создаст определенного рода проблемы. И еще раз говорю, депутат 5 лет, чтобы вести свою работу, он будет ходить по судам, доказывая свою невиновность в каких-то делах. То есть, все должно быть в равновесии. Мы сможем избежать эту часть, когда мы скажем, что депутат, он не неприкосновенное лицо, его можно, послушайте, в такой ситуации у нас может произойти такое, что депутат пока доедет с дома до работы, его с десяток раз на трассе остановят и обыщут. Может такое произойти? Вполне. Но если, допустим, тот же депутат регулярно нарушает правила дорожного движения, я нарушал, причем неоднократно, и платил штрафы. Если кто-то из депутатов регулярно пролетает мимо поста ДПС на запредельной скорости, кто мешает работникам госавтоинспекции информировать общественность, что такой-то депутат, по крайней мере здесь на совещании через спикер, что такой-то депутат проявляет пренебрежение к закону. Так или иначе, процесс снятия неприкосновенности с депутата в нашей стране довольно сложен. Это многоступенчатая процедура, которая решается не сиюминутно. Возмущения граждан нашим респондентам вполне понятны. Дескать, раз избранник он народный, то чего ему прятаться за неприкосновенностью? Вместе с тем они призывают мыслить шире. Ведь иногда именно неприкосновенность помогает не бояться высказать справедливое мнение по резонансному вопросу, а порой она спасает жизнь. Илана Казамба, Торник Амичба, Абаза ТВ.